Много листвы и побегов на виноградной лозе хорошо смотрятся, но для дела большая часть зелени не нужна. Всю силу земли и солнца должны получать ягоды винограда. Так говорят специалисты международного класса. Если у вас этап, допустим, поспевания ягод, и ягоде сейчас нужно максимальной энергии, но у вас очень сильно идут побеги, растут, то энергия растения, она будет уходить в листья, в побеги, и не созреет должным образом ваш гроздь, ваш виноград. Тогда да. Тренинг Эмилио Пейро собрал около 30 виноградарей и был посвящен весенним темам, правилам обрезки и необходимым для этого инструментам. Потому что именно от обрезки зависит, как будет формироваться лоза, как много урожая она даст. Как говорят абхазские агрономы, есть множество тонкостей, соблюдая которые можно в разы повысить качество винограда. Местные специалисты уже видят изменения, которые произошли с виноградниками благодаря помощи зарубежных экспертов. После привлечения международных специалистов высокого уровня агрономов по виноградарству, это, конечно же, дает определенный и весомый отпечаток на само состояние сада. И исходя из этого, конечно, вот даже непрофессиональные люди могут сравнить, как было 2 года назад и как сейчас, и разницу увидеть в лучшую сторону. Эмилио Пейро дал советы, как правильно выбрать тип шпалер для конкретного виноградника и рассказал об их преимуществах. Также абхазские виноградари узнали о различных типах удобрений и их составе, и в каком количестве их нужно вносить. Особое внимание Пейро уделил признакам дефицита питательных веществ. Как говорят местные агрономы, они безоговорочно доверяют зарубежным специалистам, так как те хорошо знакомы с нашим климатом и особенностями почв. Специалисты, которые мы привлекаем, они очень хорошо ориентируются по почвенно-климатическим условиям нашей зоны, и мы получаем прямо вот такую раскрытую информацию и ответы на наши вопросы, которым, конечно, приятно замечать, что человек не только в своем регионе или в своей стране специалист, а что также может сказать много полезных вещей, которые касаются именно вот нашего региона. Учебный центр, созданный ФАО в рамках проекта, финансируется Швейцарией. Это платформа для обсуждения агрономических практик, которые применяют местные виноградари, и одновременного изучения новых усовершенствованных методов работы. В 2023 году проект завершил 5 тренингов. В этом году тренингов планируется еще больше. Все это направлено на достижение глобальной цели – вывести абхазское вино на мировой уровень. В Ассоциации виноделов виноградарей Абхазии намерены использовать весь накопленный опыт и знания на достижение глобальной цели – вывести абхазское вино на мировой уровень. Моя такая голубая мечта большая, чтобы мы могли быть представлены на мировом рынке, и чтобы когда-то, кстати, по-моему, Жан-Филипп приезжал, и он говорил о том, что не так много времени пройдет, и в какой-то момент какой-то человек в Японии, например, открыв бутылку вина, скажет: «О, это вино сделано из абхазского винограда, который называется качеч». И вот это вот для меня самая большая такая цель, и я уверена, у меня вообще нет сомнений, что мы к ней придем обязательно. Мероприятие проходит в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого проектным офисом ФАО ООН и Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.